Добрый день! Вы смотрите программу «Акцент», в студии журналист Елена Потоцкая. Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. В программе «Акцент» мы сегодня беседуем с ответственным секретарем Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников, истории и культуры Александром Дьяконовым. Александр Васильевич Дьяконов родился в 1974 году в Якутске, краевед, журналист. В данное время работает ответственным секретарем Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Напомним нашим зрителям, что праздник Международный день охраны памятников и исторических мест был учрежден в 1982 году ЮНЕСКО. А отмечать этот праздник начали с 18 апреля 1984 года. Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, о деятельности Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и исторических мест, пожалуйста. Дело в том, что, в принципе, вообще Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры – это старейшая организация на территории еще Советского Союза. То есть она начала свое существование буквально с 20-х годов. То есть после революции, когда началось массовое уничтожение церквей, памятников истории по всей России. И поэтому уже тогда первые, так сказать, руководители нашего государства, нового советского государства, ставили вопрос уже о сохранении памятников, потому что эти памятники, то есть архитектурные объекты, строили не на, так сказать, не на буржуазные политические деньги, а строили их обыкновенные люди. То есть, в принципе, эти все объекты можно назвать объектами народного творчества. И уже со временем, именно уже в 60-х годах, когда поднимался, опять же, остро стоял этот вопрос, было решение Совета министров Российской Федерации, РСФСР тогда, о создании такого вот именно общества, Всероссийского общества охраны памятников истории Якутии. Да, такие же отделения, то есть региональные отделения, были созданы практически по всей территории тогда Российской Советской Федеративной Республики, в том числе и в нашем регионе, то есть в Якутской АССР. Это буквально с середины 60-х годов оно начало существовать. Одним из первых руководителей у нас в регионе это был знаменитый профессор Георгий Башарин. Ну, понятное дело, что произошли в нашей истории большие такие изменения в социальном, как бы, вообще, то есть в политическом строе. И уже в момент создания, кстати, новой России эти организации, конечно, существовали. Но вся проблема в том, что у нас на территории уже нашей республики Саха-Якутия в 1998 году данная организация, как бы вот наша, да, она прекратила существование. В связи, ну, там были такие, то есть вышли новые законы, то есть надо было отчитываться по налогам, и, соответственно, многие регионы, в том числе и наши, они, конечно, с этим не справились. И поэтому в 2015 году у нас прошла новая учредительная конференция, где мы воссоздали в 2015 году воссоздали как бы деятельность нашего Якутского регионального отделения, где у нас был избран нашим председателем, это Руслан Васильевич Васильев, очень знаменитый общественный деятель, в прошлом и знаменитый чиновник, так сказать, да, и был и заместителем министра культуры, заместителем предпринимательства, и президентом НВК Саха, и он и почетный гражданин Мегин-Кангаласского улуса, ну и, соответственно, и хороший краевед, знаток с широким кругозором знаний. Да. Ну и вот за это время, конечно, мы, когда вот, в принципе, естественно, даже без этой организации у нас мы работали, то есть общественность работала. У нас есть такие представители, как Айсен Дмитриевич Дайду, как Олег Георгиевич Карамзин был покойный. То есть эти все люди, они в любом случае болели за сохранение того исторического облика, за те памятники истории, которые на тот момент еще как бы сохранились и сейчас еще сохранены. Им, конечно, это нужно сказать огромное большое спасибо. Это вот то наследие, которое вот именно осталось, то есть их формы работы,
определенные наработки, документы, обмерные чертежи. То есть мы, в принципе, сейчас ими пользуемся, конечно. Но за это время мы провели, можно сказать, достаточно серьезную работу, потому что у нас теперь в нашем обществе в большей степени, конечно, это представители среднего возраста, в том числе и молодого. То есть эти те же архитекторы, художники, журналисты, блогеры. В общем, это все общественники, да? Да, не все общественники, не все являются членами, ну, как бы, ВАПИКа. Конечно, мы вот за это время, ну, как бы у нас полгода с момента регистрации, то есть в любом случае юридически мы зарегистрировались, кажется, только в мае 2015 года, и с этого момента мы как бы уже официально начали работать. За это время мы, конечно, провели, ну, можно сказать, мониторинг всех памятников истории и культуры. То есть в большей степени, конечно, мы работаем по памятникам архитектуры, да? То есть не памятники монументальные, то есть это скульптуры, потому что, в принципе, вопрос о сохранении памятников, допустим, Ленина, Дзержинского, Карла Маркса или как бы наших деятелей, да, писателей, инженеров, которые стоят, в принципе, там вопрос он всегда как бы, ну, положительный, так сказать. Его всегда охраняют, то есть проводятся определенные мероприятия, юбилейные мероприятия, и всегда чистят, убирают, где-то подремонтируют, то есть они всегда стоят в хорошем состоянии. Вся проблема у нас именно в сохранении памятников, это памятниками архитектуры. В частности, именно памятники это деревянного зодчества. Ну, чем отличается наш регион от всех, да, это именно как раз вот памятником деревянного зодчества. То есть у нас есть прекрасный очень музей, Чертевский музей, музей практической ссылки, который был создан Дмитрием Иконовичем Таруном-Алоном. Но Дмитрий Иконович Тарун-Алон как раз и был тоже один из активнейших членов ВАПИКа еще в том советском ВАПИКе, то есть, да, и СССР. И вот этот метод, то есть методом народной стройки, вот он собрал как раз в одном месте вот эти вот памятники архитектуры деревянного зодчества, якутского деревянного зодчества. Пользовались тем, что в этих домах как раз жили представители, то есть политсылки. Там Трощанский, Прикарский, Серошевский, то есть Петр Алексеев. И он под этой гидой собрал все в одном месте и создал этот музей, и теперь это все под охраной находится. И теперь мы можем говорить, что Дмитрий Иконович Тарун-Алон сохранил именно подлинные исторические памятники якутского деревянного зодчества. Ну, как бы это все хорошо, потом он создал еще и «Дружба», где он тоже воссоздал несколько объектов деревянного зодчества. Есть подлинные там объекты. Но в любом случае у нас осталось в стороне именно постройки, вот именно гражданские постройки. То есть мы говорим о тех домах, да, доходных домах, деревянных, именно конца 19-20 века. Их у нас в принципе, как бы их много еще. Это которые в старом городе? Они в старом городе, в Залаге. Мы про Залог чуть-чуть отдельно поговорим. Я хочу как бы сказать о республике в целом, да, потому что у нас есть такие села, как село Павловское, допустим, Легино-Кангаласский улус, это село старообрядцев. И там у нас, как бы, когда вот мы провели мониторинг, мы сделали обмерные чертежи вместе как раз со студентами Якутского университета, мы туда выезжали в прошлом году. Все эти дома, которые сохранились, 10 еще зданий, объектов, можно сказать, правильно будет сказать, объектов, они еще стоят в более-менее хорошем состоянии, то есть это те образчики именно вот того деревянного зодчества, опять, конца 19 века. То есть многие дома еще рублены в обло, то есть это вот такой вот есть элемент. В общем-то, очень хороший. Ну, еще говорить, что это, в принципе, эти дома, это дома старообрядцев. Это те люди, которые, можно сказать, культивировали овощные культуры, зерную культуру, то есть они там выращивали пшеницу. Тот же самый вот Кушнарев, допустим, Петр, знаменитый миллионер, который, он же стал миллионером только благодаря тому, что он стал продавать именно свои продукты, ну, как бы зернопродукты, овощи именно для подобитских приисков. То есть достаточно серьезные были объемы работ. Еще мы можем сказать, сейчас отметить, это село Никольское. Это Намский улус. В принципе, там у нас 4, ну, это село само по себе небольшое, конечно, но это тоже был центром хлебопашества в Якутии. Если мы говорим о первой Амгинской слободе, да, знаменитой Амгинской слобода, то Никольская тоже называлась Никольская слобода, то есть второй как бы центр хлебопашества в Якутии. Там сохранилось 6 объектов. Ну, то есть мы говорим 3 дома именно периода конца 19 века и вместе с ним эти хозяйственные постройки, то есть эти амбары, конюшни, достаточно в таком хорошем, в принципе, в крепком состоянии находятся. Но там почему все так получилось? Потому что там, в принципе,
работают очень хорошие люди, потому что там есть музей землепользования, как раз был создан в 90-е годы, и они как бы как общественники, как краеведы, как патриоты своего наследия, они пытаются, конечно, все это сохранить. Ну и вот еще мы можем сказать о селе Кильдямцы, то есть уже приходим на город Якутск. То есть у нас в город Якутск, вот городской округ город Якутск, у нас есть такие поселки, старинные поселки. Это как вот Кильдямцы, допустим. Там у нас целая улица, порядка более 20 домов являются, как бы, ну, есть такие объекты, памятники деревянного зодчества, да, по сути. Также Табага. Они паспортированы, да? Ну, в этом году мы как раз попытались, сделали первую попытку, то есть мы сделали обмерные чертежи, ну, то есть фотофиксацию, то есть на 50% эту работу сделали. Это хорошо. Да, и вот могу сказать еще по селу Табага. То есть мы в Табагу постоянно ездим, то есть проезжаем мимо этого поселка, когда встречаем ледоход, многие по грибы туда ездят, ну, вообще как бы зону отдыха наверх. Там у нас тоже порядка 10 домов, это вот старые ямщицкие, как раз вот это старая ямщицкая станция, там тоже у нас очень, ну, как бы прилично еще сохранены дома. То есть и когда вот люди едут, допустим, туда отдыхать, нужно просто по сторонам посмотреть и приглядеться на эти наличники, на эти четырехскатные стены, то есть все дома вот именно такие вот достаточно хорошие, и, можно сказать, образчики в чем-то, да, образчики деревянного зодчества. Ну, и мы не забываем, опять же, село Марха, да, вот наш микрорайон Марха, там у нас Большая Марха, как вы помните, раньше называлась, там было огромное количество этих старых деревянных домов, ну и Малая Марха тоже. Теперь это все Марха называется, у нас там тоже порядка 30 даже есть зданий. Александр Васильевич, спасибо вам огромное за очень интересную нашу беседу. Спасибо за внимание. До следующей встречи в эфире.